Добрый вечер, уважаемые болельщики, дорогие друзья. Я рад всех вас приветствовать. Уфимское время 19 часов 15 минут. YouTube-канал Башкирской хоккейной лиги. Чуть-чуть прерву, чтобы... Да, чтобы не пересекаться со своим коллегой, судьей, информатором, который доносит до нас очень важную информацию, именно кто обороняет ворота наших любимых команд. Прервался и я. Так вот, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вечер, прекрасный вечер в воскресенье в Уфе. И очередной матч Башкирской хоккейной лиги, который смотрим мы в прекрасном качестве на YouTube-канале в группе БХЛ. Порадует нас сегодня. Это второй матч уже за второй игровой день Башкирской хоккейной лиги. И здесь у нас первая шайба в воротах побывала. Ее забрасывает команда «Транснефть». И автор этого взятия ворот Сергей Лебедев на ваших экранах. Сейчас полюбуемся повтором в исполнении нашего режиссера. Так вот, встречаются команды «Транснефть Урал». Они по левую руку территориально от нас играют в зеленой форме. Противостоят им сегодня команда Баш-РТС, региональные теплосети башкирские. Они играют в форме белой, бело-синий, по правую руку от нас. Да, все верно, мы разобрали с вами. Сергей Лебедев с передачей Ильгиза Верназарова. Ну что ж, дорогие друзья, познакомимся по ходу игры с составами. Хотелось бы обсудить, как все-таки прошло открытие у нас на прошлой неделе, да, как провели свои игры команды по ходу прошлой игровой недели. Ну и также обсудить, и для затравочки, в принципе, в целом можно сказать сразу, что ранее состоялась встреча 17:45. Стартовали ребята, там играла команда БЭСК. И встречались они с уральцем, где уралец одержал победу со счетом 9-4. Вот так вот у нас депутаты обыграли команду БЭСКа. Ну, довольно-таки серьезно, двукратное практически, да, преимущество. Ну а мы тем временем пока воспользуемся небольшой паузой и, конечно же, представим составы участников «Транснефть Урал», так как оформили первое взятие ворот. Давайте начнем, дорогие друзья, с них. Пара голкиперов: Эльдар Султанов, номер 22, Евгений Брендин играет под номером 60, полевые игроки: Антон Пономарев, 5, Альберт Шатунов, 7, Вячеслав Шлыков играет под номером 9, Михаил Тряскин, 10, Айрат Фахридинов, 11, под 12 номером играет Владимир Алексей, Мирештай Александр, 16, Сергей Лебедев, автор заброшенной шайбы, номер 17, Дмитрий Козлов, 19, Михаил Кожев, номер 20, Тимур Тагиров, 21, Иван Терехин, номер 25, Александр Ерезарев играет под номером 29 в составе «Транснефти Урал». Здесь уже попытка зайти на вторую, да, у «Транснефти». Как мы с вами наблюдаем, ну, буквально штангу потрогала. Сейчас шайба и есть второе взятие ворот. И кто здесь? Даниил Дюрягин. Представим, собственно, его, номер 55. Эдуард Герасимов, 48-й. Продолжим дальше по составам. Семен Захаров, 57-й. Станислав Коркин, 71-й. Тимур Нуркаев, 87-й. И Илшат Галиулин играет под номером 89. Вот таким составом представлена команда «Транснефть Урал». Блестящий повтор нам сейчас с ракурса из-за ворот. И мы для себя отметим, что автором второй заброшенной шайбы стал Даниил Дюрягин, номер 55. Так, да, вот эта заявочка в «Транснефти» у меня заявлен Даниил Дюрягин. Ну, ладно, ничего страшного, будем поправляться по ходу встречи, потому что заявки у меня, к сожалению, другой игрок. Ну, ничего страшного, думаю, разберемся и с этим моментом потихонечку вливаясь в игру. Да, «Транснефть» создает себе уже количественное преимущество по шайбам. Две успели они оформить буквально за короткий промежуток времени. 5 минут всего лишь сыграли. Позволю себе напомнить, у нас по регламенту 17 минут грязного времени длится один период. Ну и таких, собственно, 3. А вот и если по каким-то причинам не определяется победитель
в этой встрече. То есть при равном счете у нас следует серия бросков уже по завершении третьего периода. Очередная попытка взятия ворот. И здесь блестяще работает голкипер Вадим Вильданов, команда РТС. И давайте уже тогда, чтобы закончить эпопею составами, озвучим и также его коллегу. 23 номер Илья Варич. Ну, вот сегодня, как мы наблюдаем, Вильданов у нас обороняет ворота РТС. Полевые игроки: Никита Орлов 8, Роман Хаматханов номер 9, Андрей Чернов 10, Рустам Латыпов играет под номером 12, Дамир Мустафин 13, Денис Ахунов 17, Михаил Фролов играет под номером 21, Айдар Халилов 41 номер на его предплечьях. И под 41 номером также у меня Воздвиженский Виктор. Ну, тоже разберемся по ходу. Альберт Гаянов 69-й, Альберт Минигулов, его тезка, играет под номером 77, Виталий Филатенков 78-й, Александр Зайцев 87-й, Эдуард Вахитов 88-й, Илья Макурин номер 99. Вот такой состав у команды РТС. В перерыве я еще раз поработаю, с вашего позволения, над заявочками, чтобы не было у нас никаких пересечений. Вот. Ну а пока наблюдаем за прекрасным хоккеем, дорогие друзья. Так, очередное вбрасывание в зоне Баш РТС. Но белые пока, вот не знаю, как, конечно, у ребят было с настроем сегодня навстречу, но пока здесь соперник однозначно смотрится сильнее и по игре, и по счету, собственно, это видно. Но все самое интересное, я уверен, у нас впереди. И Баш РТС, почему бы и нет. Время вполне предостаточно игрового. 22 номер обороняет у нас ворота команды Транснефть. Это Ильдар Султанов. Сейчас он был на ваших экранах довольно-таки крупным планом. И вот, так скажем, ну, если суперсейвом не назовешь, то как минимум выручил свой коллектив. Транснефть в атаке. Захаров по левому флангу. Скидочка тут же перед воротами. Так, то здесь на закруглении бортика откатываемся. По идее, конечно, на синюю линию бы классно сейчас было сделать передачу на Штунова, но нет. Принимают решение игроки разыграть эту атаку по-другому. Дальнее набрасывание от синей линии практически. В воротах у Ильданова пока все в порядке. Здесь за воротами уже выкатывается у нас номер 55-й. Даниил Дюрягин, согласно моей заявке. Но вот мой коллега, судья-информатор, назвал другую фамилию, поэтому я вынужден буду до перерыва этот момент отложить, чтобы прояснить. Но если смотрят нас, уважаемые болельщики, кстати, почему бы и нет. 37 человек присутствует на трансляции. Чатик у нас активный. И, дорогие друзья, тишина у нас пока на данный момент в чате. Если есть у вас такая возможность, подскажите, пожалуйста, кто же играет под номером 55 в команде Транснефть Урала. Пока здесь в очередном моменте блестяще демонстрирует свои вратарские навыки Вадим Вильданов. Бросание на правом фланге. Герасимов от Транснефти. Уже шайба на синий. Тут же наброс на ворота. Попытка. Оказывается, игровой снаряд заблокированным на подходе к воротам. Откатываемся назад. Транснефть из глубины своей обороны сейчас будет развивать атаку. Кожев на центр. Неплохо, но вот как-то партнеры здесь сходу-то и не разобрались. Переносимся в среднюю зону. Здесь у нас Чернов, Баш РТС. Можно было, конечно, ускориться сейчас, но в своей зоне Александр Елизарев был побыстрее. Давайте так будем честны. Своего оппонента, поэтому очередной раз шайба перекочевала во владение Транснефть Урал. Так, Транснефть, сила, пишет нам Екатерина, как мы заговорили, да? Здесь
Транснефть сила, пишет нам Екатерина. Тряски. Можно бросать было, но нет, откатывается передача на синюю. Ждет пока подключатся все партнеры. Такая позиционная атака была. Попытка сейчас разыграть. Юрий Зарев. Вдоль бортика. Снова все заново. Начинает Транснефть. В зону зашли чисто. Герасимов на партнера. Тут же дальше Герасимов получает. Перед воротами можно бросать. И да, конечно, не заладилось с броском у Герасимова. Но подключился Лебедев и оформил он уже сегодня одну. А почему бы и не вторую? Здесь ответка Баш-РТС и ждет подключения партнера. Ну, да, момент, конечно, был хороший. Нужно было замыкать, но есть одно но. Так, Герасимов на центре, назад на партнеров. Что здесь? Передача по диагонали проходит, 2 в 2. Выход можно бросать здесь. И тот защитника, что и делает игрок Транснефти. Вильданов на месте. Шлыков. На центре довольно большое скопление игроков у Транснефти. И через синюю линию можно через Шатунова разыграть. Но пока Шлыков не торопится. И, так скажем, просматривает более интересные варианты для себя. Здесь ответка, контратака от Баш-РТС. Передача, к сожалению, не точно. Минигулов с партнером попытались разыграть, но пока не получается. 2 в 2. Скидка на центр. Бросить не дают. Заблокировал. Заблокировал игрок Баш-РТС клюшку своего оппонента. Да, есть какие-то небольшие накладочки у нас с таймером, дорогие друзья. Ну и услышали мы судью-информатора, что по контрольному секундомеру взято у нас время, поэтому доверимся нашим судьям. Ну а пока же нам остается только гадать. Ну где-то порядка так 2 минут, я думаю, остается играть этим бравым коллективом. Попытка вынести шайбу из своей зоны не получается. Шатунов можно бросать, что и делает. Блокированный получается бросок, но на рикошете кто-то из игроков Баш-РТСа все-таки отбрасывает игровой снаряд подальше из своей зоны. Атака. Так, здесь у нас номер 55. Транснефть, первый номер. Давай гол, пишет Екатерина. Так. 16-й, первый. Александр Юристай. Требует Екатерина взятия ворот от Александра. Вот плохо, да, что у нас как на радио вот, по заявкам иногда песни же можно заказать какую-нибудь композицию, да? Вот. В хоккей, к сожалению, не получается, так что можно было заказать взятие ворот от своего так скажем, поклонника. Ну, почему бы и нет, по ходу игры еще время игрового много, и можно все это делать. Баш-РТС неплохо. По-моему, вот, одна из немногих, да. Конечно, атака здесь ошибается на синей линии. Игрок Баш-РТС, выход 1 на 1 Транснефти, и не получается. Не получается дожать Вильданова. Вадим достойно справляется. Очередное вбрасывание. Немножко прерываемся. Так, едем дальше. Борьба возле бортика. И первое удаление у нас будет. Пока Баш-РТС владеет шайбой. Выходит 1 на 1. Роман Хаматханов. Но... Уфсин чемпион. Ну, так считается по-честному. Пользователь с логином, никнеймом, все по-честному считает, что Уфсин чемпион. Ну, давайте не будем делать ранние выводы, так скажем. Второй сезон башкирской хоккейной лиги покажет по ходу себя, а там уже будем смотреть результаты. Ну что ж, Транснефть остается вчетвером, и возможность для Баш-РТСа
как минимум попытаться сделать так, чтобы уйти на первый перерыв с минимальным отставанием в одну шайбу хотя бы. Для этого коллектива сейчас это уже будет определенный хлеб, так скажем. Вот. Но пока уступают белые 2 шайбы и даже на входе в зону допускают, конечно, ошибку. Казалось бы, в тот момент, когда нужно туда оперативно заходить, закрепляться в этой зоне, пытаться расставиться, растянуть соперника. Но не все так гладко складывается для белых. И по-прежнему +2 ведет Транснефть. Борьба возле бортика уже на центре. Здесь зеленый. Так, может быть опасно. Минигулов обыгрывает своего оппонента Ильгиза Ирназарова. Но как-то дальнейшего развития мы с вами не увидели. 20 секунд до окончания первого периода. Снова белые в атаке. Что они придумают здесь? Классная скидка на центр. И не дотягивается Альберт Минигулов. Конечно, Султанов, голкипер у нефтяников, на месте. Контролировал момент, но неплохо все равно на Минигулова сейчас набрасывал партнер. Ну что ж, первый перерыв, друзья. Прервемся. Продолжается встреча, дорогие друзья. В полном составе продолжают играть нефтяники. И здесь хотелось бы внести поправку. Да, действительно, сейчас пересмотрел я внимательно заявку. Так вот, номер 55 в составе Транснефти. Это, конечно, Станислав Коркин. Он отметился взятием ворот. Вторую шайбу по ходу первого периода оформил его коллега Сергей Лебедев. Вот. Ну и с Даниилом Дюрягином немножко ошибся я. Вот все-таки Даниил играет под номером 71 в команде Транснефть Урал. Ну что ж, 2-0, едем дальше. Мне кажется, под конец все-таки немножко белые активизировались, да, создавали моменты.
в большинстве, конечно, не все у этого коллектива получалось задуманное. Я уверен, что планировали они сделать больше. Но так складывается игра, ничего здесь особо не поделать. На данный момент, по истечению первого периода, да простят меня болельщики, ну, Транснефть смотрится, этот коллектив немножко поувереннее. Вот. Играть нам еще 2 периода по 17 минут. Второй мы только начали с вами, поэтому я уверен, есть к чему стремиться белым. Еще покажут они себя по ходу этой встречи. Ну а точку в этом матче поставят только в концовке третьего периода. Я так предполагаю. Коллектив Транснефть Урал в первый игровой день, который проходил на прошлой неделе, играла вторым матчем в день открытия Башкирской хоккейной лиги. Сыграли они с командой акционерного общества БЭСК. Вот, счет в этой игре, этот матч завершился со счетом 8-1 в пользу Транснефть Урал. У победителей шайбами отметили Сергей Лебедев, 3 шайбы, то есть это хэт-трик Сергея. Михаил Кожев дубль оформил 2 взятия ворот, и по одному разу также отличились Вячеслав Шлыков и Ильгиз Ирназаров. Также их коллега Семен Захаров был в числе участников, которые забросили гол. В команде БЭС же в той встрече единственный гол забил Искандер Салих. Так, хотелось бы поговорить и про БШРТС, как они провели свой первый игровой день. Третьим матчем играл этот коллектив с командой УФСИН, как раз, за которую у нас здесь активно болеют в чатике. Даже пишут, что УФСИН у нас чемпион потенциально. Здесь третье. Побывала в воротах Вадима Вильданова. Крупным планом на ваших экранах. Номер 47 Ильгиз Ирназаров. Смотрим повтор момента. Вдвоем с коллегой, с Дмитрием Козловым, подобрали они все-таки заветный ключик к сейфу Вадима Вильданова. Обратите внимание, еще раз с прекрасным ракурсом из-за ворот нам показывают это взятие. 3-0 Транснефть. Ильгиз Ирназаров, герой момента, номер 47. Так вот, дорогие друзья, третьим матчем первого игрового дня Башкирской хоккейной лиги встречались команды УФСИН и БашРТС. Счет в этой встрече завершилась встреча со счетом 8-0. В команде победителей отличились очень много игроков. Вот. Ну и по итогам дня открытия БХЛ первое место заняла команда УФСИН. Ну да, не зря здесь, конечно, нам подсказывали, что УФСИН чемпион, но также сегодня еще состоится у них матч. Не будем забывать и об этом. Поэтому в первом игровом дне УФСИН чемпион, безусловно. А вот как сложится второй и с каким настроем команда приехала сегодня в просторный зал Уфа-арены, еще нам предстоит посмотреть, дорогие друзья. Так, снова оказывается давление на Вадима Вильданова. Ну, пока он с ним справляется, по крайней мере, в данной ситуации. Да, 3 шайбы пропущены, 3 шайбы упущены, но игра еще впереди. И да, кстати, не обратил я внимания, а как же на скамейке запасных-то коллега Илья Варич присутствует сегодня или нет? И если присутствует, то в этом случае у меня следующий вопрос. А каким образом коллеги будут распределять игровое время? 3 шайбы пропустил Вильданов. Ну, как бы немного еще. Предельной критики, конечно, здесь нету. Также и по некоторым взятиям ворот есть вопросы к защитникам команды РТС, а не к Вадиму Вильданову. Вот. Ну и, конечно, Вильданов немножко мог бы здесь поактивнее. Да, мы видим Илья Варич.
на месте, готов. Более того, в маске находится голкипер и готов в любой момент вступить на лед Уфа-арену. Так, ну в чатике не густо, 36 человек на трансляции, 3 сообщения, получается, по каждый 12-й, да, нам отправил. Или отправляет сообщение. Ну что ж, ладно, вечер воскресенья, все готовятся мысленно к понедельнику, но у нас-то здесь праздник еще, воскресенье в разгаре. Второй игровой день Башкирской хоккейной лиги. Чем не праздник, дорогие друзья? Елизарев по правому флангу. На пятаке уже Александр Мюриштай. Как отмечала у нас Екатерина, что все-таки по заказу хотела бы увидеть его в авторах заброшенных шайб по ходу сегодняшнего матча. И посмотрим, как же сложится у нас все-таки здесь обстановка. Ой-ой-ой, досадно, конечно, Черного положили там в горизонтальное положение. РТС, ну, на нет сводится атака. Султанов оставил шайбу в игре. Более того, коллеги устремились все вперед, но пока под контролем Романа Хматханова находится игровой снаряд за воротами. Обыгрывает он одного игрока. Не знаю, насколько оправданы в своей зоне подобные действия. И вот такой дриблинг нам, конечно, демонстрирует Роман. Но я уверен, раздосадовались бы его коллеги, если, в случае, если по каким-то причинам он бы сопернику шайбу-то уступил. Так, атака РТС немногочисленна, но метко эти бравые ребята. Филатенков на центр, скидка классная. Орлов здесь подключается к атаке. Филатенко сам всех обвел, сам себе набросил на ворота и сам попытался замкнуть эту атаку. Альберт Гаянов. Вертикальный пас проходит на центре. Здесь Филатенков на всех парах практически. Мини-голов на центр. Скидка не проходит. В средней зоне развивается событие. Герасимов с партнером пытались разыграть, но нет. Инициативу в свои руки берут снова белые. Мини-голов. Снова Мини-голов. Орлов ему помогает. Уже капитан команды Баш-РТС. Здесь, собственно, на пятаке, где шайба нет. Взятие ворота, она в амуниции Ильдара Султанова. Крупным планом. Ильдар на ваших экранах. Да, пока для Ильдара складывается хорошим образом ситуация. И даже есть, так скажем, потенциал, да, и выйти сухим из воды в теории с этого матча. А почему бы и нет? Баш-РТС нужен гол, пишет нам пользователь. Все по-честному. Ну, да, вы знаете, наверное, если так вот прям все по-честному делать, то Баш-РТСу нужно 3 гола, а не 1. Ну, что прям совсем по-честному делать. Красавение в зоне зеленых. Да, и хотелось бы сказать, дорогие друзья, если по каким-то причинам кто-то только присоединяется к нашим трансляциям со второго игрового дня, то здесь у меня для вас есть информация, но пока в атаке нефтяники, немного прервусь я, здесь падение. Захаров, поднята рука арбитра на Захарове, нарушает право, будет удаление, я уверен, сейчас Султанов где-то на пути на скамейку запасных, но нет, перехватывают шайбу белые, и мы видим, как Александр Зайцев гордо и уверенно направляется в штрафной бокс. Да, Зайцев допускает нарушение, и здесь, конечно, ну, так слегка подставляет своих коллег, ну, по крайней мере, хотя бы в том плане, что оставляет команду вчетвером против мастеровитых оппонентов
у которого действует полноценная пятерка сейчас на льду. Давайте посмотрим, как же будет развиваться события сейчас. Кожев в прошлом матче отличался он взятием ворот, а почему бы и сегодня также это не сделать? Султанов оставляет на партнера. Длинный пас по диагонали. Проходит здесь Шлыков уже. Тут как тот принимает. Дальше вдоль бортика и наброс, недолго думая. Михаил Кожев осуществляет. Вильданов отражает на правый фланг. Уже на левом фланге атаки у нас игровой снаряд. И Назаров на центр. Снова получает Ильгиз шайбу. Меняется фланг атаки. И Тряскин не дотягивается, чтобы полноценно произвести бросок. Где-то срывается у него там с крюка. И что за гол это? Дайте нам повтор срочно, товарищ режиссер. Какую красоту нам сейчас демонстрирует Ильгиз Ирназаров. И до этого, обратите внимание, скидку какой классный он делал на партнера. Но нет, здесь сам взял ситуацию в свои руки Ильгиз и прокатывается за воротами. И практически в стиле ля-кросс сейчас Вадиму Вильданову залетает эта шайба. Ну, чуть-чуть до ля-кросса, конечно, не дотягивает, но если слегка преувеличить, то это выглядело примерно так. Ирназаров мастерски оформляет дубль. «4-0». Транснефть берет инициативу в этом матче на себя. Баш-РТС, конечно, пока не может ничего противопоставить своему сопернику. Так вот, дорогие друзья, если среди нас есть такие, которые еще только начали смотреть Башкирскую хоккейную лигу с второго игрового дня, так вот, хотелось бы сказать, что на YouTube-канале БХЛ есть и все видео с первого игрового дня, который прошел на прошлой неделе у нас, с открытия второго сезона. Вы можете их посмотреть. Классное было открытие, я сам присутствовал, воочию наблюдал всю картину, как и в прошлом году, да и в целом, как вообще всегда организуют какие-либо мероприятия Башкирская хоккейная лига. Все было на высшем уровне. Конечно, камера не сможет передать полноценно всю ту прелесть и картину происходящего, но тем не менее вы можете посмотреть отчасти это мероприятие. И президент Башкирской хоккейной лиги Денис Назаров присутствовал. Много довольно-таки говорил слов. Ну, допустим, что лига объединяет представителей государственных органов, общественных организаций, крупнейших предприятий республики, да. В плане развития также затрагивалась тематика, что было сделано в прошлом сезоне, что запланировано сделать в сезоне втором. Я уверен, что в целом порадует вас хотя бы видеозаписи, если по каким-то причинам вы не смогли воочию там присутствовать. Вот, и также хотелось бы сказать, дорогие друзья, что титульным партнером лиги выступает группа компаний «Аструм». Официальные партнеры — строительная компания «Алсема Групп» и ООО «Дон Аэро». Есть! Ильдар. Ильдар Султанов блестяще сейчас отражает. И пришлось даже прерваться. Ну, не так часто атакует Баш-РТС, согласите, но как-то вот все-таки умудряется делать это эффектно. Так вот, официальные партнеры строительной компании «Алсема Групп», я уже сказал, и компания «Дон Аэро Проект Строй». Есть еще и информационные партнеры Башкирской хоккейной лиги, телеканал РБК Уфа и медиагруппа «Виртуоз», дорогие друзья. Так, и едем дальше. Сообщения потихонечку у нас здесь в чатике подходят. Баш-РТС вперед, пишет Искандар Яникеев. Комментатор красавчик. Спасибо, Искандар. Так, 10-й номер. Взрыв головного мозга. Это такой смайлик у нас, да, Александр Пономарев нам пишет. Немножко засмотрелся я во что. Так, минута 15. Все, отвлекаюсь.
от чатика и продолжаю сосредоточиваться на хоккее. Ой-ой-ой-ой-ой. Пятая побывала в воротах. Давайте посмотрим на повторе, потому как сразу не разобрался Вадим Вильданов. Да, бросок был дальний. Но вот как-то все-таки предательски так шайба-то его и от щитка. То есть видел, по сути, Вильданов траекторию полета шайбы, да, но предательски отрикошетила от его щитка черная таблетка. И вот пересекла его и под перекладину. Более того, еще и залетело. 5-0. Альберт Шатунов, так скажем, вписал себя в историю этого матча, как минимум, уже один раз. 20 секунд до окончания второго периода. Пока ничего здесь нового мы в периоде втором не увидели. Ну, по крайней мере, от команды Баш РТС, от нефтяников-то заброшенные шайбы наблюдаем, да? Если их в первом периоде было 2, то в целом по ходу второго периода их уже 3. И нефтяники прогрессируют, словно бурит очередную скважину все глубже и глубже. Так, второй период завершился. Немножко прервемся, дорогие друзья. Так, да, немножко нас режиссер решил побаловать такими своей подборкой, да, плейлистом. Вот, что-то я, конечно, песни-то импортные, заграничные, да, но вот напомнил мне из, наверное, так годов 2000-х, что-то из «Мальчишника», да, там, последний раз я с тобой, последний раз ты со мной, последний раз я твой, да, ну непонятно здесь, конечно, кто вдохновлялся этой композиции, то ли «Мальчишник» от той песни, что мы слышали в исполнении нашего режиссера, то ли все это дело было наоборот, конечно. Но, тем не менее, у нас 5-0, Транснефть Урал ведет крупным планом. Нам показывают Илью Варич, и мы, конечно, понимаем, что смена голкипера здесь Вадим Вильданов уступает место своему коллеге.
Вот. Ну что ж, двигаемся дальше. 5 пропущено, но не все потеряно. 15,5 минут игрового времени еще впереди у команды Транснефть и Баш РТС. Поэтому будем наблюдать вместе с вами, дорогие друзья. Кожев на левом фланге, Шлыков, Шатунов, там же где-то находится слева, а вот справа Александр Мирустай кочует. И все-таки ждет передачу, чтобы порадовать, так скажем, Екатерину взятием ворот, да, потому что надеется человек, пишет в чате. Вот, волнуется, переживает, надо же как-то соответствовать действительности. А вот здесь у нас неприятно, конечно, принимает на себя сейчас всю силу этого броска Альберт Гаянов и на сменочку. Даже показалось мне, что хочет он поехать, но браво этому отважному хоккеисту. Остается он в строю, потому как соперник атакует и нету времени здесь корчится от боли или как-то показывает этот болевой шок. А тем временем Альберт Шатунов оформляет дубль. Дальний хлесткий бросок от синей линии. И, конечно, Баш РТС даже пока не спасает замена голкипера. Ильгиз Назаров, прошу прощения. Это хэт-трик уже Ильгиза. Третья шайба. Находился рядышком его коллега Альберт Шатунов. Семерочки две. Две семерочки на спине у хоккеистов, поэтому сходу-то я и поторопился. В этой части. Так, длинный пас вдоль борта, но соперник здесь оказывается первый на подборе. Ахунов. Нет, теряет шайбу. Транснефть можно бросать, что и делают. Штанга, рикошет. Снова на синей линии игровой снаряд. Гаянов вдоль борта. Кто справа? Подключится у нефтяников. Здесь уже у нас Коркин. Коркин срывается с клюшки у Захарова. Шайба, но по-прежнему оставляет он ее под ее контролем. А кто из соперников предлагает себя? Да, собственно, и никто. Ну и сразу три защитника почему-то здесь устремились очень оперативно на Захарова. Конечно, пользоваться можно было такой возможностью. Латыпов через право на Макурина. Макурин на центре. Шайба. Бросок Ильи Макурина. Но пока не точно. Плюс 6 ведут нефтяники. Баш РТС пока уступает. Уступает довольно-таки крупно. И здесь. Ну, давайте будем предельно откровенны. В теории 6 шайб за 12 минут. Ну, по 2 минуты на шайбу. Ну, в теории как бы это реально. Да, с одной стороны. То есть мы рассуждаем сейчас. Или я рассуждаю. Раз уж вы меня слышите. А я, к сожалению, нет. Но я могу вас читать также в чатике. Вы можете поделиться своими мыслями, дорогие друзья. И поэтому, исходя из этого, мы можем с вами порассуждать вместе. Так вот, 6 шайб за 12 минут. На каждую шайбу по 2 минуты в среднем. Вполне реально. Другой момент. За счет чего может это сделать Баш РТС? Ну, лично мне пока непонятно. И остается другой момент, что даже в такой ситуации хотя бы для команды Баш РТС, может быть, задачу минимум, и все-таки шайба престижа. А вот это уже, наверное, более к месту, более актуально, оптимально, возможно, технически, т.д. и т.п. Ну так вот, мысленно мы ждем как минимум шайбы престижа от команды Баш РТС. Ой-ой-ой, здесь сдвинуты ворота оказались. Илья Варичев оперативно возвращает этот парус в виде сетки игровых ворот в родную гавань, так скажем. И встреча у нас продолжается.
Есть группа поддержки даже у РТС. Мы с вами слышим, да, как скандируют болельщики, требуют они все-таки от РТС каких-либо активных действий. Какой бросок сейчас был от Александра. И как ловко его изменил траекторию полета этого мощного броска Илья Варич. Да. Вот нам в чатике пишет Транснефть Огонь, пользователь с никнеймом Психолог. Таро Психолог. Ну, может, как-то вы нам разложите на картах, все-таки будет шайба престижа от Баш РТС или нет. Вот. Подвешен вопрос остается в воздухе. По крайней мере, лично для меня по ходу этой встречи будет ли как минимум одна от Баш РТС, или все-таки Транснефть Урал сможет сухими из воды здесь выйти в этой ситуации. Ну, образно, конечно, сухими из воды. Так, нефтяники снова в атаке. Шлыков. Бросок получается блокированным. Контратака от белых будет. Пока, к сожалению, для их болельщиков нет мини-голов. Попытался, конечно, там дотянуться до партнера. Но здесь Орлов, а почему бы и нет. Снова развить атаку. Перехватывают нефтяники. Пересекли синюю линию уже. На всех парах в зону заходит очередной бросок. И ворота Ильи Варича поражают во второй раз. И это 7-я заброшенная шайба команды Транснефть Урал. Ее автором становится Михаил Кожев. Он отличался и в первом матче, так скажем, начала сезона Башкирской хоккейной лиги, второго сезона. Вот, ну, отличается и сегодня. Да, ну и нету здесь ассистентов у Михаила. Поэтому в протокол мы себе запишем, что это был сольный проход Кожева. О, какая классная скидка. Еще раз можно Варича расстроить. Но здесь он, на мой взгляд, отработал блестяще. Вышел на атаку, сгруппировался, оценил действия своего соперника корректно и тем самым сумел все-таки не допустить, чтобы в этом отрезке вот 8-я шайба залетела в его ворота, но в целом именно в его 3-я, наверное, больше ворот его команды. Ой-ой-ой, снова Варич. Здесь можно добивать у Транснефти. И есть очередное взятие. Тимур Нуркаев на добивании был самым ловким, самым метким. Смотрим еще раз на повторе. Казалось бы, за ворота здесь, да, откатывается игрок. И Станислав Коркин действовал на острие, практически в пустые ворота. Стоило лишь только приподнять ему шайбу, чтобы она через ловушку Варича перелетела, но нет. Все-таки замкнул эту атаку Тимур Нуркаев. Да, непонятно мне было, думаю, что там Лебедев так склонился. Это Лебедев снова с партнером здесь. И есть очередная Герасимов. Блестяще разыграли с Лебедевым на двоих. Как-то уже в падении, да, Эдуард Герасимов все-таки смог найти там неприкрытые места у Варича. Давайте смотрим. Ну и здесь защитник, конечно, у РТСа блокировал Илья обзор. Закрывал этот обзор. Вот. Чем, собственно, и воспользовался Эдуард Герасимов. 48-й номер. Браво! 9-0. Ну, того, гляди, до гроссмейстерского у нас недалеко, дорогие друзья. 9-0 уже есть. Почему бы не перевалить за десяток от Транснефти. Ну и Транснефть, алло, дорогие друзья, давайте как-то уже
будем начинать что-то делать здесь. Я вижу, да, попытки, конечно, присутствуют, старается у Баш РТС. Но, господа, сегодня противник более сильнее, как мы видим. И, надо же собраться, показать, на что способен коллектив команды Баш РТС. И вот этими стараниями совместными хотя бы ту самую заветную, единственную. Тем временем 5 минут остается играть до окончания третьего периода. Да, классная группа, уважаемые болельщики, ВКонтакте у Башкирской хоккейной лиги. Если вдруг кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Там своевременно организаторы располагают информацию о всех прошедших мероприятиях, о тех мероприятиях, которые планируется провести, да и вообще в целом, чем живет лига, чем живут ее игроки. И, конечно же, мы с вами, дорогие друзья, болельщики. Также классный сайтик есть у лиги, таких, собственно, как и логотип, да, ой-ой-ой, здесь опять атака Транснефти, но пока в этом моменте ничего не получается сделать. Контратака у Баш РТС будет или нет, вот в чем вопрос. Выходят вдвоем. Филатенков на центр, на партнера, но... Да. Не проходит пока. Классный сайтик в стиле логотипа Башкирской хоккейной лиги. А если быть точнее, то логотип у них в виде башкирского флага национального. Бирюзовый, белый, зеленый. Единственное отличие от флага, логотип БХЛ отличается тем, что в центре у него написано БХЛ, а вот на башкирском флаге все-таки по центру располагается цвета Курая, дорогие друзья. И если вдруг... мало ли, может быть, кто и не знает. Так вот, сайтик тоже таких зелено-белых, бирюзовых, все как положено в этой лиге. Все я жду, не дождусь, когда начнет функционировать магазин с сувенирной атрибутикой. Потому как даже вижу я уже, что и дизайн, и все разработано. И я вот смотрю на эти классные вещи, футболки, толстовки, чехольчики для телефона. Раскраску скажу, признаюсь честно, на открытии у меня ребятишки присутствовали мои, и там вот организаторы щедро раскраски вручали всем детям, без оглядки, так скажем. Но, конечно, от футболочки комментатору я бы тоже не отказался. Но, впрочем, пока как-то не складывается с этим. Ну, я и сам особой инициативы не проявлял, скажу честно. Признаюсь честно, все как юный такой парень. Надеюсь, может быть, кто-то из организаторов подойдет сам, скажет: Андрей, прими, пожалуйста, в дарок фирменный футбол. Навряд ли, конечно, будет это все мои мечты. Но, тем не менее, мы продолжаем наблюдать за хоккеем далее. Так, остановка здесь, по-моему, игра высоко поднятой клюшкой, да, насколько я понял, была в этом моменте. Да, и, кстати, видел я, когда был на первом игровом дне, там присутствовали посетители, у них бейсболки классные такие, с фирменным логотипом БХЛ. Здесь пока у нас прервемся, Баш РТС в атаке, и удаление будет в составе Транснефти. Ну, вот, конечно, чуть-чуть не хватило скорости в моменте Денису Ахунову, а так на оперативный простор-то он выходил неплохо в целом, казалось бы. Да, конечно, Султанов однозначно прикрывал вот этот ближний угол к Ахунову, но момент был довольно-таки опасный. Ахунов, может быть, это тот самый игрок команды Баш РТС, который сможет оформить взятие ворот единственное и неповторимое в этом матче, потому как надежды на этот гол престижа тают.
ровно так же, как и время на нашем секундомере, дорогие друзья. 40 секунд остается до окончания третьего периода. Признаемся честно, исход этой встречи уже абсолютно всем ясен. Ничто здесь не позволит за такое короткое время забросить 9 шайб команде Башар ТС. Возможно, и 10 им нужно, чтобы одержать победу в этом матче. Сегодня их соперники оказались сильнее их. И ничего с этим на данный момент поделать нельзя. А вот 10-ю Транснефти в теории-то забросить, конечно, можно. Но Варич выкатывается и нивелирует эту атаку своими опытными действиями и, конечно, своей амуницией. Транснефть Урал, поздравляем с победой, мои дорогие друзья. Матч был в целом интересный, но вот как-то пока в одни ворота он только лишь. Мы наблюдали с вами большее количество атак. Башар ТС сегодня уступила, впрочем, как и в первый игровой день. Но что ж, дорогие друзья, надо как-то работать, наверное, над собой, думать над тем, как же все-таки быть сильнее своих соперников. Может быть, как-то по составу где-то немножко усилиться, а может быть и более сыгранней поработать текущим составом. Транснефть с победой. Башар ТС сегодня уступили. Матч окончен. Будем прощаться, уважаемые болельщики. Для вас эту встречу прокомментировал Андрей Зотов. Дорогие друзья, любите хоккей, смотрите хоккей. До новых встреч. Всем пока-пока.